В эфире Абхазского телевидения информационный выпуск Амшевкшара. Здравствуйте. В Сухуме прошел 10-й съезд оппозиционной республиканской политической партии Амцахара. Его участники обсудили общественно-политическую ситуацию в стране и подчеркивали, что считают важным цивилизованный диалог между различными общественно-политическими силами страны. По итогам съезда была принята резолюция, в которой традиционно содержался призыв к главе государства досрочно уйти в отставку. Более 600 делегатов из всех районов Абхазии, а также представители общественно-политических организаций приняли участие в работе 10-го съезда Республиканской политической партии Амцахара. С основным докладом и оценкой социально-экономической ситуации в стране выступил председатель партии Алхаз Квициния. В нем прозвучала жесткая критика в адрес руководства Абхазии. В частности, Алхаз Квициния считает неэффективной работу руководства страны практически во всех сферах деятельности – экономике, социальной сфере, в решении проблем безопасности, кадровых вопросов. В то же время руководитель партии отметил, что в последнее время наметилась тенденция к сотрудничеству разных политических партий и общественных движений. Налаживается цивилизованный, конструктивный диалог, обсуждаются спорные вопросы. Существует полное взаимопонимание по некоторым важным вопросам, но есть и пока не согласованные позиции. И это нормально. Например, не у всех одинаковые взгляды по политическому устройству страны, другим структурным вопросам. На что я считаю важным прежде всего, это сам цивилизованный диалог между различными общественно-политическими силами. Мы говорим, обсуждаем, пытаемся согласовывать противоречия настолько, насколько это возможно. Главное, что мы никого не призываем и не побуждаем штурмовать президентский дворец. На съезде также выступили представители региональных отделений партии, доклады которых особо не отличались от главного. Слово было предоставлено и приглашенным – руководителю общественной организации «Наш дом Абхазия», депутату парламента Раулю Лолуа и председателю партии «Единая Абхазия» Сергею Шамба. Что я могу предложить сегодня партии Амцахара и вообще нашему движению Союза оппозиционных сил? Нам нужно ездить и встречаться с людьми, нам надо заехать в каждый город, нам надо приехать и поговорить с людьми, нам надо почувствовать, узнать их мнение, и чтобы они услышали нас. Нам надо делать быстрее. Чем быстрее мы это начнем делать, тем серьезнее и быстрее ситуация может изменяться. Понимаете, мы должны сделать так, чтобы люди в нас поверили. Еще вчера была вера в то, что власть найдет в себе силы прислушаться к тому, что было сказано тогда на том предыдущем съезде. Однако ситуация пошла совсем по другому пути. На съезде Амцахара 29 июня 2017 года мы, представители оппозиционных и центристских сил, фактически договорились о том, что не будем инициировать протестные действия и мешать власти, а будем готовиться к президентским выборам 2019 года. Фактически мы дали власти второй шанс проявить себя с позитивной стороны, начать диалог с оппозицией, приступить к осуществлению, если не реформ, то экстренных мер по нормализации ситуации в стране. Что же мы видим? За прошедший год мы увидели парадоксальную картину. Вместо диалога с оппозицией власть проявила все признаки внутреннего раскола. Председатель Фонда социально-экономических и политических исследований АПРА, депутат парламента Аслан Бжания, в своем выступлении говорил больше о цифрах, подчеркивая при этом, что отвечает за каждый озвученный показатель. В частности, речь шла о заработной плате, прожиточном минимуме, рождаемости, об исполнении бюджета, расходовании средств из резервного фонда президента. При этом Аслан Бжания, позиционируя себя в качестве лидера оппозиции, предложил главе государства Раулю Хаджимба принять участие в дебатах с ним в прямом эфире. Считаю необходимым для внесения ясности в многие вопросы государственного строительства, объективного информирования общественности, организовать в прямом эфире дебаты между главой государства и мной как лидером оппозиции. Я готов к этому и призываю президента последовать моему примеру.
В завершении съезда была принята резолюция, в которой делегаты партии Амцахара признают деятельность главы государства некомпетентной и предлагают Раулю Хаджимба добровольно уйти в отставку. В случае отсутствия должного реагирования со стороны президента оппозиционные силы заявляют о намерении приступить к подготовке комплекса мероприятий по организации акций протеста по всей стране в рамках закона. Уже после принятия резолюции группа молодых людей, членов партии Амцахара, выступила с предложением рассмотреть в ближайшее время вопрос увеличения возрастного ценза для кандидатов в президенты Абхазии, чтобы Александр Анкваб мог принять участие в выборах 2019 года. Предложение было весьма неоднозначно воспринято. Председатель партии Амцахара не стал озвучивать на съезде своего отношения к инициативе, заявив, что она будет рассмотрена позже. Алексей Аджинджал вновь возглавил Государственную миграционную службу Республики Абхазия. Соответствующий указ подписал президент республики Рауль Хаджимба. Заместитель председателя правительства России Виталий Мутко назначен председателем российских частей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Россией и Абхазией, а также Южной Осетией. Соответствующее распоряжение утвердил премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщает РИА Новости. Вопрос транспортной доступности Абхазии для российских туристов обсуждался сегодня в ходе встречи премьер-министра Республики Абхазия Геннадия Гагулия с генеральным директором АНО «Единая транспортная дирекция Российской Федерации» Татьяной Самойловой. В частности, обсуждалось практическое пользование услуги «Единый билет», которая была введена в Абхазии в прошлом году. Как подчеркнула Татьяна Самойлова, «Единая транспортная дирекция» хотела бы привлекать к этой работе перевозчиков из Абхазии, а не России, чтобы республика получала доход от функционирования системы. Единая транспортная дирекция намерена заключить договор с генеральным подрядчиком в Абхазии, который в свою очередь сможет привлечь необходимое количество перевозчиков для слаженной работы системы. Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулий отметил, что успех услуги «Единый билет» зависит от четкости выстроенного механизма работы перевозчиков. Главная цель услуги – достижение максимального удобства для туристов. Любое нарушение механизма работы может испортить им настроение. В республике должны быть оборудованы остановочные пункты, а также отдельная полоса в пункте досмотра на КПП ПСОУ, считает глава правительства. 5 июня во всем мире отмечают День защиты окружающей среды, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 году. Поводом к проведению этой всемирной акции послужило знаменитое Ментовское обращение, поступившее 11 мая 1971 года генеральному секретарю ООН, которое подписали 2200 деятелей науки и культуры из 23 стран мира. Они предупреждали человечество о беспрецедентной опасности, угрожающей ему в связи с загрязнением окружающей среды. Либо мы покончим с загрязнением, либо оно покончит с нами. Так был поставлен вопрос в этом обращении. День охраны окружающей среды – это повод задуматься о проблемах окружающей среды, обратить внимание на состояние окружающей среды. Насколько остра эта тема в Абхазии, Алика Трапш пообщалась с учеными-экологами. Вопрос охраны окружающей среды во всем мире является одним из самых важных. Экологическое состояние Абхазии по сравнению с другими странами Черноморского бассейна на более высоком уровне, считают наши ученые. Экологическое благополучие республики связано с тем, что она не обладает развитой промышленностью, которая загрязняет окружающую среду, отмечают специалисты. Наличием гор и теплого моря здесь и при отсутствии особых промышленных предприятий, которые бы загрязняли окружающий атмосферный воздух, то все это, конечно, способствует благополучию экологической обстановки. Обильная зелень, как известно, оно способствует транспирацию, выделению кислорода. И потому, если глобально во всем мире загазованность атмосферного воздуха ощущается вплоть до нехватки кислорода,
то об этих фактах мы не можем говорить здесь, в Абхазии, ввиду ее благополучия, ввиду обилия зелени. Но несмотря на такую, на первый взгляд, радужную картину, глобальное изменение климата оказало существенное влияние на экосистему Абхазии. За последние 25-30 лет в республике наблюдается резкое изменение климата. По словам специалистов, среднегодовая температура воздуха повысилась на 3 градуса, что способствует наступлению ранней весны и неустойчивым погодным условиям, вследствие чего происходит повреждение раннецветущих плодовых растений. Из-за потепления наблюдается сильный перепад максимальной и минимальной суточной температуры воздуха, что вызывает стресс у многих живых организмов. Также в Абхазии наблюдается увеличение количества осадков, которые приводят к паводкам рек, разрушающим берега и угрожающим коммуникациям. С повышением температуры количество осадков начинает увеличиваться. Но увеличивается неравномерность их выпадения. Раньше, в 90-е годы, норма выпадения осадков была 1400-1500 миллиметров в год. То сейчас больше 2000 миллиметров в год выпадает у нас осадков стабильно последние 5 лет. А в позапрошлом году, в 2016 году, вообще выпало 3500 миллиметров осадков. Осень была полностью, значит, мы полностью в осадках. В связи с глобальным изменением климата участились и порывы шквалистых ветров. Они разрушают кровли домов, срывают линии электропередачи, валят деревья. Ученый Январби Экба считает, что в глобальном масштабе человечество пока еще не сильно воздействует на формирование климата. Процесс повышения температуры воздуха он считает естественным, но при этом воздействие человека на окружающую среду очень велико, говорит ученый. В аспекте воздействия на окружающую среду он достиг огромных размеров этого воздействия. Оно связано и с выбросом углекислого газа в атмосферу, и общим загрязнением территории отходами человеческой деятельности, которые не утилизируются. Все это мы должны, люди, значит, человечество должно за собой убирать. Несмотря на то, что вопрос экологической проблемы в Абхазии стоит не так остро, каждый обязан соблюдать чистоту вокруг себя. Это будет вклад каждого из нас в охрану окружающей среды. Алика Трапш, Саида Гухава, Михаил Братухин. Абхазское телевидение. Ратифицировано российско-абхазское соглашение о военной фельдъегерско-почтовой связи. Соответствующий федеральный закон подписал президент России Владимир Путин. Как отмечают РИА Новости в пояснительной записке к документу, соглашение обеспечивает формирование правовой основы для российско-абхазского сотрудничества в области фельдъегерско-почтовой связи в целях обеспечения защиты воинской корреспонденции при ее доставке военными фельдъегерями, курьерами. В российские военные формирования, дислоцированные на территории Республики Абхазия. Защита дипломных работ прошла сегодня в Абхазском многоотраслевом колледже. 30 уже готовых молодых специалистов, поваров-кондитеров сдавали экзамены при компетентной комиссии из числа технологов высокого уровня. Сухумское торгово-кулинарное училище было основано в 1959 году. В 1999 году учебное заведение было переименовано в Абхазский многоотраслевой колледж. Это государственное образовательное учреждение. Каждый год оно выпускает поваров разных направлений, которые успешно работают во всех районах Абхазии. На сегодняшний день во всех вот этих кондитерских, где цеха есть, да, где они уже там проходили практику, и которые хорошо себя зарекомендовали, они уже, можно сказать, трудоустроены. Мы когда их принимаем, да, на месяц они у нас проходят здесь ознакомительные такого характера, как держать нож, техника безопасности. Мы дадим, потом сразу мы их отправляем на практику. 2 дня практика, 3 дня теория. Ну, уже по цехам, по общепитам, уже у нас с ними есть такой договоренность, что они берут наших детей. В образовательном учреждении есть много факультетов по разным востребованным в стране специальностям, таким как поварское дело, повар-кондитер, официант, бармен, бухгалтерский учет в торговле, бухгалтер, продавец продовольственных и непродовольственных товаров, технология продукции общественного питания, технолог, товароведение и другие. Студенты колледжа изучают не только абхазскую кухню, но и европейскую, а на экзамен каждый выпускник постарался удивить членов комиссии чем-то необычным. Это блюдо
мы выбрали, потому что у него исторические корни являются русскими, хоть и немногие этого знают. Мясо по-французски с первый раз был приготовлен для императора Александра II, поскольку мясо по-французски обычно принято на всю противень делать. А я готовлю как бы по-своему и делаю, скажем так, с небольшим секретом, который я умолчу. Сегодня я готовлю немного забытую классику в новом виде. Это котлеты по-киевски, представлены в миниатюрном варианте на подушке из колерованного ананаса под клюквенным соусом. Я считаю, что все новое, хорошо забытое старое. Я решил в этой работе показать, как старое, в принципе, блюдо можно вдохнуть новую жизнь, новую искорку. Члены комиссии говорят о том, что оценивают ребят не только по знанию теории кулинарного искусства и вкусовым качествам приготовленных ими блюд, но и по творческому подходу к делу. Творческий подход тоже бывает самостоятельно. Теперь мы как оцениваем? Во-первых, оцениваем самое главное, мы выдаем квалификацию. В основном повар почти все у нас 4-го разряда. 5-й – это, конечно, творческий подход. Из 3 блюд нет, 4-е блюдо самостоятельно должен подготовить. На данный момент в Абхазском многоотраслевом колледже учатся около 170 студентов, которые по окончании учебного процесса получат возможность применить свои знания в самых различных объектах общественного питания страны. И о погоде. По сообщению Гидромедцентра, завтра в Абхазии ожидается переменная облачность. Местами возможен слабый кратковременный дождь, днем преимущественно ясная погода. Температура воздуха ночью плюс 14-19, днем плюс 23-28 градусов. Температура морской воды плюс 21 градус. Информационный выпуск завершен. Я прощаюсь с вами. До встречи в эфире.